Многие думают, что Железный Человек появился в Америке, но на самом деле все было иначе. Настоящий Железный Человек был Коми, и звали его Кэр Тайка. Давным-давно, в XIV веке, Коми села часто подвергались нападениям по реке. То нечистые духи, то вражеские племена. Никто не мог их остановить. Никто, кроме одного человека, Кэр Тайки. Говорят, его тело было железным, как сталь, а его чародейская сила могущественна. Он останавливал лодки, перекрывая реку цепью, и способен был насылать сильный ветер, создающий на реке волны. Но что важно, он не был каким-то буржуем или чудовищем. Он был человеком Коми. Он жил среди своего народа, варил сур, рассказывал сказки детям у костра и защищал свои села, когда те были в беде. Коми любили его и называли Туном, то есть шаманом. Однако однажды он ушел. Никто не знает точно, почему. Одни говорят, что он отправился за горы искать покой. Другие, что после смены веры он хотел сохранить своим. Прошли века, и силу нашли снова. Но уже не здесь, в Парме, а далеко за океаном, в Америке. Народ запомнил древние легенды о железном волшебнике, а может что-то большее. Но что ученые не понимают, это то, что сила Кэр Тайки принадлежит только его народу. И он был не просто чудовищем, он был Коми.